Сейчас мы находимся на улице Комсомольская. Здесь 31 числа была, скажем так, разбита 131-я Майкопская бригада. Вот перекресток следующий, это улица Рабочая. На Рабочей Комсомольской я заходил 1 числа с колонной из 40 единиц бронетехники на помощь к остаткам 1-2 батальона. Здесь на перекрестке была подорвана первая машина, головная с моим ротным. И здесь в течение 4 часов в этих двух кварталах продолжался бой. Бригада была, колонна, с которой я шел, была полностью расстреляна и сожжена. И только на 3 машинах, на 2 танках и 1 БМП мы вышли примерно в 200 метрах отсюда на сортировочную станцию дальше. И оттуда уже прорывались из города в течение недели, пытались выйти. Пройдя буквально 15 метров, этот перекресток, первая машина взорвалась на фугасе. После этого сразу в нее с этого дома, с верхнего этажа, ударил гранатомет. Экипаж начал спешиваться. Следом шла машина с замом командира бригады полковника Андреевским, БМП КШ. Она приняла влево и пошла по улице Комсомольской, по этой улице, в сторону. Проехала она буквально метров 15-20, в нее тоже попала граната. После этого я не видел, я шел на 3-й машине, мы остановились. Когда мы остановились и механик начал сдавать назад, с 3-го этажа этого здания нас выстрелили из гранатомета. Мы отъехали назад, когда я открыл люк и пытался, скажем так, вылезть, то из этих домов, где написано «Слава советским железнодорожникам», уже жгли колонну. Остановились. Когда мы остановились и механик начал сдавать назад, с 3-го этажа этого здания нас выстрелили из гранатомета. Мы отъехали назад, когда я открыл люк и пытался, скажем так, вылезть, то из этих домов, где написано «Слава советским железнодорожникам», уже жгли колонну. Колонна растянулась, эти дома направо, да, то есть мы шли так, змейкой входили сюда. Колонна растянулась примерно метров на 400, на 500. И то есть на протяжении всей колонны, когда мы пытались выехать, было видно, что колонну жгли. Гранатометчики сидели буквально в каждом окне. Вот каждое из этих зданий, здесь находящихся, буквально кишило боевиками.